Доброе утро, дорогая республика! Мы приветствуем всех, кто сейчас находится у экранов телевизора. С вами сегодня Дарья Анкехова и Павел Танин, и это «Утро Якутии». Да, это утро, в понедельник, 30 мая. Всем еще раз доброе утро. И вместе с вами сегодня будем просыпаться, заряжаться позитивными, добрыми энергиями, чтобы этот день прошел максимально хорошо. Ну и по старой доброй традиции, Павел, конечно, мы должны начать с такого небольшого анонса. Что же нас ждет сегодня в течение нашего утреннего эфира? Ну, во-первых, это секреты выращивания клубники на своем приусадебном участке или же на балконе. Да, такое бывает и такое вполне себе возможно. Также сегодня поговорим о том, как можно найти управу на соседа неряху. В этом нам поможет наш юрист. Да, увидим, какую находку обнаружили жители одного из домов Санкт-Петербурга. А в возобновленной рубрике «История вещей» заглянем в музей освоения Южной Якутии в Нерюнгри. Ну а во второй части нашей программы мы ждем гостя, врача-аллерголога. Еще не проснулась, да? Аллерголога. Да, и действительно поговорим о таком важном моменте, как аллергия, тем более сейчас, на дворе весна, уже совсем скоро лето, и это тот самый период, когда аллергические реакции очень часто встречаются. Ну, чисто юридически лето уже послезавтра. Ну, не все мы анонсировали, много интересного мы еще не объявили, оно будет в течение программы, поэтому оставайтесь в течение часа с нами, и вы все увидите. Ну и не забывайте про способы обратной связи с нами. Во-первых, это телеграм-канал «Утро Якутии». Найти его достаточно просто. Нужно зайти в телеграм, в поисковике слитно написать «Утро Якутии», и вы найдете наш непосредственно канал, или вот QR-код внизу, вот здесь. Отсканируйте, и все у вас получится. Ну а начнем мы, как всегда, с рассказа о погоде. Воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 12 градусов. В Заречной группе 10-12 градусов выше 0. В южных районах 6 со знаком плюс. В Вилюйской группе ожидается до плюс 10, в Нижнеленских 11 градусов выше 0. В западных 6-10 градусов. В Колымандигирской группе улусов 2-10. В Янских до плюс 6. На северо-западе минус 3, минус 1. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 11 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 20 градусов. Цифра плюс 20, безусловно, радует. Как я уже сказал, послезавтра лето. Несмотря на то, что пасмурно, но плюс 20 все-таки душу греет, да? Ну, даже в пасмурную погоду, в несолнечную плюс 20, это всегда радостно. Ну, о погоде мы поговорили, пришло время узнать, что же за день-то такой, 30 мая. Потому что, ну, как и любой день, в этот день могли происходить различные события исторические, возможно, отмечаются какие-то праздники интересные. Вот прямо об этом сейчас и узнаем. На календаре 30 мая. Сегодня отмечают Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День женской эмансипации. По народному календарю сегодня Евдокия Свистунья. В это время было принято окучивать картошку. Кроме того, в народе наблюдали за приметами. Какова Евдокия, таково и лето. Народившийся в дождливую Евдокию луна к мокрому лету, а если дует еще и северный ветер, к лету холодному. Этот день в истории. 30 мая 1431 года в Руане была сожжена на костре как еретичка одна из главных командующих французскими войсками в Столетней войне Жанна д'Арк, ставшая позже национальной героиней Франции. В этот день был основан город Хабаровск. 30 мая 1858 года солдаты высадились на берегу Амура на среднеамурской низменности и основали военный пост, назвав его Хабаровка в честь землепроходца XVII века Ерофея Хабарова. Сегодня это один из крупнейших политических, образовательных и культурных центров Дальнего Востока России. В 1896 году в Москве произошла Ходынская катастрофа. Паническая давка, случившаяся в Москве 30 мая, в день народных гуляний по случаю коронации императора Николая II на Ходынском поле, получила название Ходынской катастрофы. В этот день родились Михаил Бакунин, русский революционер,
революционер-анархист. Карл Фаберже, российский ювелир, основатель семейной фирмы ювелирного искусства. Лев Ашанин, советский поэт, автор многих песен. Алексей Леонов, советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос. Александр Демьяненко, советский актер театра и кино, телевидения, народный артист РСФСР. Именины сегодня у Андриана, Афанасия, Евдокии и Степана. Паша, что ты делаешь первым делом, когда просыпаешься? Вот открыл ты глаза, посмотрел как минимум на потолок, а дальше что? Понял, что утро, и это грустно, и начинаю свой день. На самом деле, конечно же, потянуться в кровати — это самое главное, потому что небольшая такая зарядочка, пробудить организм, но современный человек все-таки по большей части, мне кажется, просыпаясь, тянется к своему заветному смартфону. Действительно, посмотреть, который час, или же сразу начать слушать музыку, возможно. Элементарно просто будильник отключить. Действительно, то есть гаджеты, они, конечно, везде. И, наверное, вот именно утренняя процедура, она уже очень сложно, может быть, как-то визуализирована без гаджетов. А если вы еще и любите с утра инстаграмчик какой-нибудь там чекнуть, да, почитать ленту новостные сайты и прочие истории, может быть, зайти на канал «Утро Якутии» в Телеграме, с утра это тоже очень хорошо помогает проснуться, то, конечно, без смартфона жизнь представить трудно. Между тем, глава Nokia предсказал дату отказа от смартфонов, как ни странно. Генеральный директор этой компании Пекка Лундмарк ожидает, что мобильные сети 6G заработают к концу десятилетия, но он не думает, что в это время смартфон продолжит быть самым популярным общим интерфейсом. С 2030 года пользователи начнут отказываться от своих телефонов в пользу других устройств. Многие устройства будут встроены непосредственно в наши тела, заявил он. Некоторые компании, такие как Neuralink Илона Маска, уже сейчас работают над созданием электронных устройств, которые можно будет имплантировать в мозг и использовать для связи с компьютерами и другими людьми. На более базовом уровне чипы можно вживлять людям в пальцы и использовать для разблокировки вещей. Даш, веришь ли в такие прогнозы вообще? Нет, я, кстати, даже не то чтобы верю, я уверена в том, что, скорее всего, вот то самое чипирование, оно будет присутствовать в жизни, вот в нашей жизни. Мы успеем это заставить. Да. Вообще, я читал подобный прогноз еще в прошлом году. Вот смартфоны исчезнут примерно к 2031 году, а вот драйвером к развитию этого перехода послужит AR. Не AR, а AR, точнее, да, это дополненная реальность, но почему-то любой эксперт считает нужным использовать в своих словах эту технологию, но, похоже, немногие это знают, что с ней происходит. Для обычных людей дополненная реальность не значит ровным счетом-то, по сути, ничего. Для более-менее продвинутых ассоциируется с компанией Apple и ее многочисленными стартапами, закадычным Lead AR и попытками массово внедрить технологию дополненной реальности. Но вообще игры с дополненной реальностью получают популярность лишь на волне хайпа, а приложения не имеют практического значения. Но даже та самая линейка условная, которая есть в айфонах, считает неточно. Интересно, а наши телезрители готовы ли через 10 лет отказаться от современных гаджетов и перейти к тем самым вот чипированным каким-то нововведениям? Микросхемы какие-то в себя вживлять и так далее. Но вообще есть же терминология, это имплантирование называется, имплант. То есть имплант — это не только то, о чем мы все можем подумать. Имплант — это в том числе вживление различных механических частей в свой организм. Но если у вас есть мнение по этому поводу, действительно вопрос хороший. Готовы ли через 10 лет вы отказаться от смартфона в пользу встроенных чипов? Можете ответить по номеру телефона 8 914 273 4488. Или же пройти опрос в нашем телеграм-канале, который там также есть. Мы вообще его запустили вчера вечером. И результат такие, что 84%, простите, все-таки не согласны будут через 10 лет отказаться от смартфона. Тем не менее, 13% вполне себе да отвечают. Да ты что? И 3% не знают. То есть я вхожу все-таки вот в те самые 13%. Ты готова отказаться от смартфона? Все новое всегда интересно, а почему бы нет? Да. Мы не стоим же на месте. Все может быть. Но в числе первых лично я точно не буду. Посмотрю, как это
это все выглядит. Посмотришь, И- как это сделаю я, наверное, да, вначале? Да, да. Хорошо. В любом случае, современные технологии, конечно же, призваны для того, чтобы облегчить нашу с вами жизнь. Хорошо ли это, плохо, можно говорить об этом вечно, но я думаю, что все-таки это не во вред человечеству. Ну а врачи детской республиканской клинической больницы в Казани уже используют современные гаджеты для пользы маленьким пациентам. Они надевают им VR-очки, чтобы малыши отвлеклись от неприятных ощущений во время процедур. Дети играют и смотрят мультики, пока врачи проводят перевязку. Больница приобрела VR-очки, чтобы идти в ногу со временем и помогать детям справиться со страхом перед медицинскими процедурами. Легче работать с детьми, медперсоналу, легче делать медицинские манипуляции, перевязки, но самое главное, легче детям преодолеть и психологический барьер, страх перевязок, страх медицинских манипуляций, легче преодолеть и болевой синдром. Вот все в совокупности. VR-очки предоставляют разные варианты развлечений. Игры для пациентов постарше и мультики для тех, кто помладше. Ну, прикольно. И там роботы летающие, их по ним надо стрелять. И, очень прикольно. Перед процедурой врачи спрашивают, чего хотелось бы ребенку – посмотреть мультфильм или поиграть, и дети выбирают сами. Врачи всегда находятся в контакте с ребенком и при необходимости дополняют эффект от VR-очков разговором. Чтобы отвлечь маленького пациента в момент болевого синдрома, медики задают детям вопросы о сюжете мультфильма, и малыши сразу переключаются с физических ощущений на визуальные. Детям такое нововведение пришлось по душе. Многие заходят в кабинет врача с интересом. До того, как мне делали привязку без очков, было как-то неприятно, даже больно чуть-чуть. А когда появились очки, отвлекает и стало даже приятно. Родители тоже отмечают, что с VR-очками действительно стало проще проходить медицинские процедуры. Дети отвлекаются и испытывают меньше стресса. Готовились пока к операции, эти анализы, вот сейчас эти перевязки. Ребенок уже в шоке, он даже при виде уже врачей в таком каком-то в стопоре. А вот это вот вообще отличная вещь. Замечательная разработка, да, и, конечно, мы не перестаем говорить о том, Идея. да, что дети наше будущее, а здоровье детей – это залог нашего хорошего, здорового Да, будущего. Мне кажется, вообще такую технологию можно и со взрослыми использовать, потому что процедуры разные бывают, отвлечься иногда хочется. Ну а прямо сейчас мы уйдем на короткую паузу, после нее мы вернемся и расскажем еще об удивительных вещах. Так, например, узнаем, как при помощи домашних птиц можно получать газ для, собственно, бытовых нужд. Это очень интересно, оставайтесь с нами. Здравствуйте, в студии Кристина Якупова. В Якутии примут меры по борьбе с шелкопрядом. С начала вегетационного периода в центральной части республики проводятся контрольные обследования для уточнения площади и количества гусениц сибирского шелкопряда, вышедших в зимней спячке. Обследования проводятся специалистами якутского отдела Роскозащиты. Предварительно подтверждается наличие гусениц выше фонового показателя в Амгинском, Мегино-Кангаласском и Намском районах. На сегодняшний день обследовано 70% очага вредителя. Завершение работ планируется к 31 мая этого года. По итогам обследований на основании актов с учетом фенологии вредителя будет принято решение о сроках организации мер борьбы с сибирским шелкопрядом. Реконструкция дороги из Якутска в Усть-Хатынь завершится в сентябре. Ремонтные работы на участке стартовали в прошлом году. На данный момент полностью уложены водопропускные трубы, ведутся работы по обустройству дороги. За кольцом в сторону местности Усть-Хатынь строят барьерное ограждение, разделительную полосу, а также линии освещения. Протяженность участка составляет более 7,5 километров. Его расширят до 4 полос.
Туристов предупредили о новых схемах отпускных мошенников. Одна из распространенных – поддельные сайты популярных площадок по аренде жилья и продаже билетов. Кроме того, среди популярных схем обмана – запрос предоплаты при бронировании, а также частные объявления о продаже билета или горящего тура по очень низкой цене, которые порой попросту оказываются ненастоящими. Лучший способ обезопасить себя от мошенничества – бронировать билеты и жилье только на проверенных площадках. Обезопасить туристов от мошенников поможет новый закон. Так, туроператоров в России обязали формировать электронную путевку. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. За неисполнение требований туроператоров будут исключать из федерального реестра. Система «Электронная путевка» призвана защитить потребителей от недобросовестных компаний и гарантирует выполнение туроператорами обязательств перед клиентами. Ресурс позволит клиентам отслеживать по номеру договора статус тура. Открытый турнир по художественной гимнастике Spring Baby Cup 2022 состоялся в Якутске. В соревнованиях приняли участие 380 гимнасток со всех уголков Якутии. В программе у спортсменок были выступления с мячом, булавой, лентами, а также показательные соревнования по общей физической подготовке. Завершился спортивный праздник парадом и награждением участников и победителей. В турнире принимают участие 380 детей. У нас здесь представлено 5 клубов. ДЮСШ номер 1, средняя образовательная школа номер 25. И также к нам приехали гимнастки из Нюрбы. Обычно у нас сезон длится с сентября, мы начинаем тренировки, такие активные уже, да, и заканчиваем тренировки в конце мая. То есть сезон именно соревновательный, соревнования заканчиваются маем. Июнь, июль, август у нас идут уже сборы, восстановительные мероприятия и подготовка к новому сезону. Это «Утро Якутии», 30 мая, понедельник. Встречаем вместе с вами на телеканалах Якутия-24 и НВК Сахай. Не устаем мы рассказывать о людях, мечтающих и умеющих практически применить свои мечты и вообще реализовывать свои мечты. Вот, например, житель Якутска Николай Атласов, многие его, кстати, знают как шеф-повара усадьбы Атласовых, этой весной завел перепелок и получает от них не только яйца, но и биогаз из помета птиц, а также использует его как удобрение. Рационализатор считает, что занятие сельским хозяйством должно быть безотходным и экологичным. Перепелиный помет для того, чтобы стать топливом, созревает в течение 1,5 месяцев. Таким газом можно даже отапливать небольшое помещение. В планах у Николая, помимо перепелок, уток и кроликов, завести еще и другую живность. И даже пока экзотичных для Якутии фазанов. Подробнее об этом и о том, как фермер приготовил на базе яичницу, смотрите сегодня на нашем телеканале в 13:15 в программе «Мы вам покажем» с Дмитрием Аргуновым. Ты представляешь? Вот, ну это же такой очень уникальный процесс, да, потому что как можно из помета сделать еще и газ, и на этом газу еще и кушать готовить? Ну, безотходное производство. Это химия, физика, наука, одним словом. Вот. Ну, а вот, в принципе, хозяин получается такой рачительный достаточно. Ну, а что делать, если вдруг ваш сосед, живущий рядом, не убирает за своим питомцем, а запахи от них, ну, не то что биогаз не дают, они жить спокойно не дают. Совет нашего юриста по этому поводу. Доброе утро, дорогие друзья! Хорошего всем настроения! А тема у нас сегодня «Соседи грязнули». Да, и такое случается. Сейчас столько переездов, весна, время перемен. Кто-то заехал в квартиру, и вдруг неожиданно оказалось, что жить стало просто невозможно. Ну, одно дело, когда мусор на площадке раскидывают, и можно в управляющую компанию жалобу написать. А другое дело, когда совершенно невыносимо и запах стоит, и топят непонятно чем, и тараканы развелись. Ну и правда, жизнь совсем уже не мила, и жить с такими соседями невозможно. Что же делать? Есть практика изъятия таких квартир, но мы сейчас поговорим не о крайних мерах. Итак, вы заметили, что с соседей прям бегут тараканы. Вам точно не чудится, что запах именно из этой квартиры. Сначала что делаем? Конечно, вызываем участкового, составляем протокол о том, что есть административное правонарушение, нарушение норм проживания в жилом помещении, да, то есть санитарных норм. Зачем это делаем? Да, участковый в квартиру, конечно, не попадет, осмотреть ее не сможет, но тем не менее протокол составит. Отправляемся в управляющую компанию. Также пишем жалобу, говорим, что жильцы нарушают все нормы, в том числе и содержание
общедомового имущества, что и на площадке грязно, и особенно внутри квартиры подозрение, что там неизвестно, что творится. Хорошо, управляющая также составляет акт. С этими актами обращаемся в прокуратуру, говорим, что есть грубое нарушение норм санитарных вашими соседями, что жить с ними невозможно. Прокуратура также проведет проверку, соберет данные о том, как они обслуживают квартиру, платят ли они коммунальные услуги, кто там проживает, кто прописан и так далее, кто собственник. Возможно, там арендаторы ужас развели. То есть все это выясняется и проводится проверка. На основании всех этих данных уже можно обратиться в суд и обязать правильно устранить допущенные нарушения санитарных норм и ввести квартиру в порядок. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы уже пристава могли принудительно заставить жильцов это сделать, либо, соответственно, устранить самостоятельно, то есть вынести все и привлечь какие-то службы для устранения, а потом выставить счет за то, что это сделали. Потому что просто так в квартиру, конечно, браться не могут. Но если выяснится в ходе проверки, что это не собственники, это арендаторы, соответственно, собственника также к ответственности привлекут, обяжут использовать по назначению, особенно если он незаконно занимается дачей квартиры в аренду, и обяжут устранить допущенные нарушения и очистить квартиру. Вот такие способы пока бороться. Других, к сожалению, не придумали, но надо жить с соседями в мире, поэтому желаю вам только приятных и хороших соседей. Доброе утро всем, кто смотрит нас и только присоединился к нашему эфиру. Мы возобновили нашу постоянную рубрику по понедельникам «История вещей». И сегодня за очередной историей мы заглянем в музей освоения Южной Якутии. Здравствуйте! Мы с вами находимся в зале материальной и духовной культуры эвенков. Эвенки предпочитали также еще одно название – арачоны. Арон – это олень, чен – человек. Оленные люди. Эвенки занимались собирательством, разведением оленей, охотой и рыболовством. Я хочу вам рассказать об уникальном предмете – лодка-берестянка. Ее размер – длина 3 метра 26 сантиметров, ширина 80 сантиметров. В такую лодку могло поместиться 1-2 человека, не больше. Лодка-берестянка была привезена из эвенкийского села Иенгра, а сделана она была в 30-е годы 20 века. Такие лодки были характерны для мест, где было очень много бересты. Делалась она в основном из бересты, но иногда также делалась и из сосны. За счет этого она была очень легкой и маневренной, но на реках с большим течением она была очень сложно управляемой. Для изготовления кору березы собирали ранней весной, очень долго варили и сушили ее также. Уникальность этой лодки заключается в том, что она делалась без гвоздей. А сшивалась она при помощи корней кустарников. Лодка использовалась для лучения рыбы острогой, поскольку в ночное время, поскольку на свет факела всплывалась вся рыба, а факел ставили вот здесь. Эвенкийский народ очень малочисленный, и их многие секреты уже утеряны. Мы с вами находимся в зале материальной и духовной культуры эвенкийского народа. Эвенки – это народ кочевой, поэтому им было очень важно, чтобы их жилище собиралось и разбиралось, и переносилось очень легко и быстро. Их жилище называется чум. Чум состоял из длинных и тонких жердей, которые колебались от 10 до 40 штук. В высоту чум был от 2 до 4 метров, диаметр мог составлять от 3 до 6. Чум собирался и разбирался за 10-15 минут, и в основном этим занимались женщины. На чум накладывали ткани, нюки или шкуру оленей, начиная с нижних рядов, и привязывались веревками, которые были сделаны из сухожилия. Вход закрывали шкурой оленей или ткани. А низ чума обкладывали снегом зимой, а летом оставляли отверстия для проветривания. У нас этот макет был создан сотрудниками музея в 1992 году. Большое спасибо за внимание. До скорых встреч! Вот еще одна история старого дома. Жители доходного дома Корнилова в Санкт-Петербурге обнаружили наследие русского модерна буквально у себя под боком. В парадной, под металлическими листами, ты не поверишь, и слоями штукатурки оказались замурованные аутентичные витражи 20 века, замурованные еще в советское время. Осознав ценность находки, неравнодушные жильцы решили вернуть былую красоту внутреннего убранства здания и наняли рабочих для очистки окон. Попробовали немножечко поотмывать, потом сходили по разным этажам, увидели, что этот витраж повторяется на все протяжении, на всех этажах одинаковый и заканчивается вообще бесподобными 3 полуарками такими, полуциркульными арками. Вот. И тогда вот как раз родилась идея, что хорошо бы было их, если не восстановить, то хотя бы просто отмыть.
Работа по размытию витражей началась еще в феврале и продолжалась примерно месяц. Надо было все работать аккуратно. Во-первых, вода, все это растворители, руки мерзнут. Ну, там, чтобы, не дай бог, задеть это стеклышко, чтобы там не повредить, не поломалось. Ну, и ответственность, конечно, чувствовали. Ну, чтобы оставить эту красоту, чтобы она осталась, сохранилась. Окна со стороны парадной оттирали разными средствами, а потом чистили лезвиями, шпателями, ножами из-за обилия мелких деталей и особого рельефа стекла. При работе над окнами снаружи работники использовали фен, чтобы отделить плотные слои краски от орнамента. Вместо поврежденных фрагментов стекла рабочие сделали вставки из прозрачного поликарбоната, сохранив изначальный цветочный узор. Так когда-то обитая железом лестница заиграла вновь в лучах солнца. Помимо витражей от штукатурки также освободили сохранившуюся на входе в парадную лепнину. Ну вот эта вся лепнина по кругу, вот сверху, ее почти вообще не видно было. Вот эти лица, они были все замазанные, закрашенные. Ну, когда все это расковыряли, оказалось, что очень красивые лица, улыбаются. Пока усилиями жителей и работников отреставрировано 3 этажа здания. Наша мечта — закончить ремонт во всей парадной до 7-го этажа. И там потрясающей красоты на 7-м этаже завершающий витраж полукруглый, очень-очень большой. Управляющая домом компания «Мир» также одобрила работу активистов. Помимо этого, руководство высказало готовность помочь в будущих работах восстановительного характера. Какая красота! Да такие витражи бы сразу можно было и в театр, мне кажется. Ну да, кстати, о театрах, оказывается, в нашей республике насчитывается аж 50 народных театров. У истоков образования Уснерского театра, например, стояли полицильные, создавшие 60 лет назад драм-кружок. Здесь были профессиональные артисты, режиссеры, писатели, художники и музыканты. К сожалению, в архивах мало что сохранилось о том времени, но коллектив нынешнего Народного театра хранит эту память и старается, как говорится, держать планку. В составе труппы рабочие и служащие, педагоги и специалисты. Словом, люди, влюбленные в театр. Отсюда бежать, молодой человек! Но красавицы подарки любят. Это водевиль «Шутка» Николая Некрасова «Актер». Вы уже поняли, что все эти роли играет один артист? А это героиня рассказа Юрия Яковлева «Реликвия» Марина Рубан. Это невозможно назвать игрой. Это жизнь. Простите нас, баба Настасья, ваше письмо реликвия. Также естественно и спокойно выглядит на сцене дебютантка Татьяна Пшеницына. Согласитесь, дебютировать, когда тебе почти 70, нелегко. Тем более, если спектакль по рассказу Василия Шукшина. Ну, то, что у меня сын, герой Советского Союза, вот по моей пьесе. Я очень, конечно, в восторге, что так получилось. Внучок у меня. И дочка приехала, училась, выучилась наконец-то. Так что все очень хорошо, и спектакль хороший. Ну, конечно, очень волнительно, потому что это у меня первый раз на сцене. Артистов Народного театра знают и любят. Новых спектаклей ждут. И идут на спектакль, как на праздник. Атмосфера зрительного зала, атмосфера на сцене. Понравилась игра актеров. Как всегда, очень душевно. Творческих успехов коллектива, чтобы коллектив рос. Репертуар пополнялся новыми произведениями молодых авторов, и не только, и русской классикой, что, кстати, наш театр ставит лучше всего русскую классику. Я люблю театр. Я, когда в отпуске нахожусь, вхожу в театр. И в Уснере я хожу, не пропускаю. Наши актеры молодцы, не уступают, вытаскивают все эмоции, полностью под восхищением. Любите ли вы театр так, как люблю его я? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, которому способна только пылкая молодость, жадная до впечатлений изящного.
Тему культуры в нашем эфире продолжит Захар Никитин. Доброе утро! С вами «Культурные новости». Мы расскажем вам, чем живет и дышит культура в нашей республике. Глава нашей республики Айсен Николаев подписал указ об учреждении Дня песни в нашей республике. Начиная с этого года этот праздник будет отмечаться 21 мая. Поздравляю всех певцов и вокалистов республики с этим важным и знаменательным событием. 2 июня в широкий российский прокат выходит спортивная драма «Джулур Масс Рестлинг» от режиссера Валентина Макарова. Картина рассказывает историю молодого парня Джулура, который после армии возвращается в родную деревню и неожиданно для себя принимает участие в соревнованиях по масс-рестлингу, которому у него открылся настоящий талант. Первым среди муниципальных музеев Якутии к программе «Пушкинская карта» подключился Усалданский историко-краеведческий музей имени Сеген Арджакы. Напомним, ранее к программе «Пушкинская карта» уже были подключены 6 государственных музеев. До конца года Министерство культуры и духовного развития Якутии планирует подключить к Пушкинской карте еще 18 музеев и 2 государственных и 16 муниципальных. Первой выставкой, которую можно будет посетить по Пушкинской карте в Усалданском историко-краеведческом музее, станет выставка восковых фигур «След, оставленный в прошлое». В продолжение темы музеев в этом году фонды музеев будут значительно пополнены. На эти цели в рамках плана мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов России, Государственным музеям республики выделено более 14 миллионов рублей. Музеи Якутии смогут приобрести на эти деньги более 800 уникальных культурных ценностей. В программу «Исэ-Халонхо» 2022 включили более 100 культурных событий, выставки, церемонии, концерты, соревнования. Есть отдельная культурная программа для детей. Ожидается, что в Исэ-Халонхо примут участие более 15 тысяч человек. Акция библиотек Якутии «Сила книги» стала межрегиональной. К ней присоединились Архангельская область, Приморский край, Республика Карелия и Республика Коми. Цель акции – продвижение чтения, привлечение внимания к библиотекам общественности и средств массовой информации. На этом наш выпуск завершается. Всего вам доброго, удачи в предстоящей неделе. Вот кому-кому не до театра сейчас, так это огородникам. У них самая ответственная пора – это высадка рассады в грунт. О том, как получить хороший урожай клубники, расскажет вам Дарья Анкехова и ее хороший друг Георгий Аларь. И мы подошли к нашей любимой клубнике, которую я получил недавно. Каким образом можно реанимировать кустик, той самой клубнички? Вот что вы делаете в этом случае? В этом случае сажаем, я обычно как сажаю, если люди посмотрят, покажите, как она есть. Она высажена на бугорочек, да, как будто, да, так оно и есть. Я делаю ямочку, туда ложу перегной немножко, золы, это все перемешал, и потом в этой луночке так я сделал бугорочек маленький, в этой яме. И выровнял корневую систему так, как вокруг, как юбочку. И я положил сюда это, и потом затаскиваю и окучиваю до уровня, потому что у меня только корневая система задевает этот бугорок, я на этом уровне ставлю, а она точка роста отсюда, да, я до сюда, значит, засыпаю. Для этого получается бугорок. В чем суть, преимущество этого растения? Она прогревается, шейка никогда не гниет, она не находится в низине. В летнее время влажности нету, она развивается, а потом корни идут в глубине, очень глубоко идут. И для этого очень формирует хорошую крону, и урожай очень хороший. На уровне это засыпаю сеном, это пустоты. И ягода уже ложится на это, она сохраняет влагу.
тепло дает, потихоньку гниет, питается растение, еще лучше растет. Но сначала, сейчас по весне, мы должны сделать вот такие горки. Да, горки, потому что вот прохладная погода, она земля не... А вот сейчас корневая система тут развивается. Она вглубь не идет, потому что там прохладно, еще идет холод. Над землей вот в этом бугорочке. Да, вот это мы же раскидали ее сюда, и она тут... Вот... То есть и это мы говорим, какой сорт у нас самое главное? Это альбион, американский сорт. Смотрите, уже есть плоды, уже есть ягодка, красавица. Вот плоды, это ягодка. Я посадил ее в этот, вот сделал стаканчик, не покупать же мне вот это все, сейчас дорого, там всяко разное. Вот это сорт мальга, и тут мальга. Сорт, он, да, этот сорт, он плодоносит очень раннеспелый. Она будет плодоносить и в течение месяца плодоносит, потом перестает и начинает усы. Все. Это короткое, вот это как? Да, век у них короткий, очень раннеспелый сорт. Ну, я суть к чему, вот эти стаканчики так делаешь, туда, да, из пакетика полиэтилена, можно, с черной пленки. И хранится, плодоносит. Потом можно затащить в дом. Но ремонтантный сорт, только так можно его такой взять, затащить, потому что у него длительное плодоношение. И осенью, в сентябре месяце, когда наступает, или где-то затащил, и на балконе вот этот сорт можно выращивать. Вот в таких стаканчиках. Люди боятся. Нет, экспериментировать надо. 4 растения взял, купил, 4 килограмма ягод у тебя будет. А что насчет подкормки? Что любит наша клубничка? Клубничка наша любит, сначала надо вот такую массу выгнать. Я, птицефабрика возле меня рядом, я иду туда, беру навоз, этот вот, ой, правда, она вон такой. Разбавляю, вот, стоит уже половина ведра, этого уже осталось бачка. И потом золы побольше. Вот надо, когда она начинает наливаться ягода, да, должно быть больше калийных удобрений. Потому что калий дает сладость, этот и крупный вот это. Ну и с микроэлементами тоже будут. Луковую шелуху не выкидывайте никогда. Сами пейте чай и чай дайте растениям. Тогда они вот не болеют и очень красивые. Шелуху надо хотя бы 5-6 раз за сезон опрыскивать именно этот. Все растения. Это, да, там очень много витаминов, там всяко разное. И притом грибковых заболеваний не бывает. А вообще с утра вы каждый раз вот их так опыляете вот так? Да, вот я прохожу утром, я же иду, ой, красавицы мои, какие красивые, ягоды скоро буду кушать. Разговариваете с ними, да, и так их слегка погладили, тем самым опылили их, да? Ну, ты знаешь, вообще, кстати, Даша, клубника относится к высокоаллергенным продуктам. Согласна. Ну, вот это, да, очень опасная история. Ну, ее вообще нужно употреблять осторожно. И, кстати, сейчас, когда природа просыпается, весна, вот эти цветочки, все такое просыпается, это все дело и нелегко приходится аллергикам. Сегодня в день борьбы с астмой и аллергией мы решили пригласить в студию врача-аллерголога-иммунолога, доктора медицинских наук Ольгу Иванову. Ольга Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, кто наиболее подвержен аллергическим реакциям? Конечно, те лица, у которых есть генетическая предрасположенность. Считается, что если оба родителя больны аллергией, то ребенок наследует 100% предрасположенность. Если один из родителей страдает аллергией, то в 50% эта предрасположенность будет выявлена у ребенка. Но мне хотелось бы сказать, что помимо генетической предрасположенности, важную роль играет образ жизни человека. Это стрессы, неправильный образ жизни, недосыпание, переутомление, неправильное питание. Все это косвенным образом влияет на заболеваемость аллергическими заболеваниями, поскольку это иммунное заболевание. Ну вот, говоря про аллергию, вообще день борьбы с астмой и аллергией, всегда ли астма связана с аллергией или все-таки это два параллельных? Ну, если посмотреть классификацию бронхиальной астмы, выделяют несколько вариантов. Но в этой все-таки по статистике львиную долю в ней составляет именно атопическая, аллергическая астма. Что касается других форм астмы, они связаны с рецидивами вирусных инфекций, стрессами, холодовыми факторами и многими другими факторами, которые влияют окружают человека в его повседневной жизни.
А можно ли вылечить астму вот полностью, или все-таки ее необходимо будет контролировать на протяжении всей своей жизни? Вы знаете, астма управляемое заболевание, и сейчас очень много делается для того, чтобы человек мог управлять этой астмой, самоконтроль астмы, использование пикфлометров, использование средств самооказания себе, ситуационной терапии, базисная терапия. Все это можно использовать пациенту астматику. Можно вести обычный образ жизни, не переутомляться, не стрессовать. И тогда наши пациенты, я знаю, что занимаются спортом, и среди них есть олимпийские чемпионы, ученые, достигают больших успехов в жизни. Но мне хотелось бы сказать о том, что аллергологи и пульмонологи нашей республики, конечно, делают большой вклад в развитие лечения астмы, и мы используем препараты, которые в данное время используются и в Российской Федерации, в московских клиниках, и в зарубежных клиниках. То есть помощь здесь можно получить на уровне мировых стандартов в нашем городе. Ну, вот последние годы многие болезни начинаем связывать, конечно, с ковидом. После него, как правило, просыпаются какие-то, могут проснуться болячки, о которых человек даже вообще не подозревал, что у него есть. Астма, наверное, не исключение. Прибавилось ли вот после вот этого ковидного двухлетия, скажем так, прибавилось ли обращение именно по астме? Вы знаете, ковид-инфекция – это непростая инфекция, она влияет на иммунную систему, она снижает ее. Причем довольно длительный период. Да, существует понятие постковидного синдрома или лонг-ковид, который может продлеваться после перенесенной ковидной инфекции в течение года или 1,5 лет. Конечно же, снижение иммунной системы будет влиять на заболеваемость аллергическими заболеваниями. И вот нашими учеными нашей республики были озвучены такие факты, что после перенесения ковидной инфекции впервые выявлена аллергическая крапивница у 15% переболевших, атопический дерматит у 10% переболевших и астма у 5% переболевших. Это именно связано с трансформацией иммунной системы после перенесенной и во время перенесения COVID-19. Ну и как вообще, на что нужно обратить внимание, да, вот если вдруг вот та же крапивница, да, или вот вообще как определить, что у тебя появилась аллергическая реакция на что-либо, потому что зачастую же закрываешь глаза, думаешь, ну высыпало чуть-чуть и все, а потом увидишь, что это постоянно начинает с какой-то периодичностью повторяться, да? Мне бы хотелось вернуться к астме, потому что некоторые пациенты, да, вот рассказывая о том, как они заболели, говорят, я думал, что я простудился, у меня постоянно идут выделения из носа, я кашляю, но долгое время я не обращался к врачу. Вот это является ошибкой, поскольку вовремя обратившийся пациент, он начинает лечиться, проводить профилактику этого заболевания. А если он не обращается, заболевание течет, развивается в своем обычном русле, и в конце концов мы получаем уже осложнение этого заболевания. Ну, то есть при первых, да, симптомах лучше желательно, уже, да, определить свой аллерген, получить рекомендации, исключить тот аллерген из своего окружения и уже получать базисную терапию, необходимую для профилактики рецидивов и для лечения своего основного заболевания. Ольга Николаевна, вернемся уже к аллергии. Опять же, вот конкретные аллергии. Многие сейчас планируют отпуска. Ну, как правило, мы с северов всегда едем на юг куда-то отдыхать. На юге аллергенов еще больше. Вот, собственно, что посоветуете тем, кто отправляется на юг с точки зрения именно аллергических реакций? Да? И опять же дача, цветы, вот это все, зелень, тоже многие люди аллергически очень реагируют на это все. Что посоветуете на летний период? Дело в том, что я всегда рекомендую своим пациентам при первой возможности, особенно если астматики, выезжать на морские курорты. Потому что, несмотря на обилие цветущих растений в южных регионах нашей республики, там более влажный климат. И вот эта пыль и пыльца, они более тяжелые, чем в нашем резко-континентальном сухом климате. Да. У нас все это очень долго висит в воздухе, попадает в дыхательные пути и вызывает раздражение. В то же
же время пыльца на морском климате, она более тяжелая, она оседает быстрее. И кроме того, есть морские бризы, морские ветры, которые уносят все загрязнение воздуха в море, да, в океан. И таким образом вы сами замечали, что на море легко дышится, полной груди. Поэтому я рекомендую нашим астматикам и аллергикам по возможности выезжать на морские курорты. Но если нет такой возможности, есть стоит выбор между тем, находиться в городе или выезжать на дачу, я все-таки порекомендовала бы дачу. Потому что помимо поллинирующих растений, в городе есть еще и выхлопы автомашин, какие-то вот пыль вот наша дорожная, да, все это способствует тому, что пыльца как-то у нас чувствительно становятся наши рецепторы органов, да, и легче проникают в дыхательные пути и чаще вызывают приступы. Поэтому, если есть возможность, лучше за город уезжать. Лучше выезжать за город. Ольга Николаевна, спасибо большое, что пришли в нашу студию. Очень полезные советы и вообще информации дали. Ну а прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. В России ввели штрафы за принуждение к передаче персональных данных. Президент Владимир Путин подписал об этом закон. Согласно документу, отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора из-за несогласия потребителя предоставить персональные данные наказывается штрафом в размере 5-10 тысяч рублей для должностных лиц и 30-50 тысяч рублей для юрлиц. К исключениям отнесены случаи, когда такие данные являются обязательными в соответствии с федеральными законами или непосредственно связаны с исполнением договора. Ожидается, что закон позволит повысить эффективность защиты персональных данных граждан. Документ вступает в силу с 1 сентября. Также в России создадут правительственную комиссию по вопросам развития садоводства и огородничества, которая объединит усилия госорганов и общественных организаций в этой сфере. Постановление правительства вступило в силу сегодня. Комиссия будет заниматься выработкой решений в области налогообложения, водопользования, обращения с твердыми коммунальными отходами и так далее. Речь идет о вопросах жилищных прав граждан, которые появились в связи с возможностью строительства на садовых участках индивидуальных жилых домов. Также комиссия займется развитием инфраструктуры, газоснабжением и дорогами. Мархинский свинокомплекс в Якутии увеличит производство мяса за счет модернизации объектов. В предприятии разработали стратегию развития на 5 лет вперед. Сейчас модернизируют цеха и внедряют современные технологии выращивания поголовья. Новое оборудование уже закуплено. В ближайшей перспективе запуск корпуса по искусственному осеменению. Сейчас содержится свыше 4000 голов свиней. По итогам прошлого года там заготовили 325 тонн свинины, что на 75 тонн больше предыдущего года. В планах на текущий год не только увеличить производство, но и расширить ассортимент. С прошлого года продукция выходит под новым брендом «Мархинская». Благоустройство дворовых территорий продолжается в Якутске. Глава города Евгений Григорьев провел встречу с жителями многоквартирных домов, дворы которых будут благоустроены в этом году в рамках реализации программ «Мой двор» и «1000 дворов на Дальнем Востоке». Были обсуждены проекты капитального ремонта дворовых территорий в строительном округе. В целом благоустройство затронет 22 дома. Кроме того, поговорили о том, как правильно организовать парковочные пространства для машин, детские площадки, где будет расположено место сбора твердых коммунальных отходов, как организовать пешеходные зоны и проезд автомобилей. Здесь просмотрите между домами. Внимание, здесь более 30 тысяч квадратных метров асфальта нового будет. Порядка 180 миллионов будет вложено в благоустройство ваших дворов. То есть, это небывалая программа. Такого еще никогда не было в истории Якутска. В целом мы хотим создать здесь, в центральной части, обновить все ваше это общественное пространство как мини-парк. То есть местом притяжения всех должно стать позитивным.
Принят план работы в год матери в Центре охраны здоровья, семьи и репродукции медцентра. Работники учреждения намерены обратить особое внимание на наиболее острые проблемы женского здоровья и материнства. В течение года будет проведена работа по информированию и консультированию девушек, женщин и семейных пар. В школе будущих мам женщины узнают о том, как подготовиться к предстоящей беременности, как правильно пройти ее этапы, сохранить свое здоровье и позаботиться о здоровье малыша. В план работы этого года включили и проведение круглых столов с участием социальных партнеров. У меня на этом вся информация. Более 200 детей Нерюнгри одновременно в сводном хоре исполнили песни советских авторов. Традиция таких массовых выступлений зародилась в столице Южной Якутии еще в 2014 году. И ежегодно в конце учебного года школьники и воспитанники детских садов с удовольствием участвуют в хоре. На крыльце Центра культуры и духовности имени Пушкина собрались хоровые коллективы школ и учреждений дополнительного образования. Все вместе ребята исполнили гимны Российской Федерации, Республики и Нерюнгринского района. Снежана Марченко руководила таким хором впервые. Ну, было сложновато, потому что много детей, большая масса, мы стоим, и не все умеют смотреть на дирижера. Многие с общеобразовательных школ, вот, детки. А так достаточно хорошо, молодцы ребята, постарались. Для меня это был интересный опыт. Дальше прозвучали всем известные песни «Солнечный круг», «Крылатые качели», «Прекрасное далеко», «Летите голуби», «Я, ты, он, она». К исполнению могли присоединиться все желающие. Елизавета Медальская, услышав известные мелодии и увидев знакомые лица, не удержалась и примкнула к общему хору. Несколько лет назад я выпустилась из хора «Соловушки», старшего хора, и пришла на праздник, увидела, как они поют, и не сдержалась и решила присоединиться к ним. И пела вместе с ними любимые песни. Зрители с удовольствием послушали репертуар песен, подобранный специально к этому мероприятию. Вообще, надо сказать, я целенаправленно сюда шла, потому что я знала, что будет концерт, будут выступать дети, и будут выступать с песнями именно наших советских, скажем, времен, да? Да, мы вышли прогуляться, смотрим, концерт идет, решили подойти посмотреть. Нам было приятно оказаться на празднике, и мы узнали для себя много интересного. Я потерял наушник, но когда я пошел на концерт, мое настроение поднялось. Ну и дочь у нас сегодня выступает здесь, поэтому мы пришли посмотреть на праздник. Настроение вообще здорово, весело прям, ну вообще мы в восторге прям. Сами участники хора также получили удовольствие и необычный опыт. Вообще это не первый раз, когда я принимаю участие в сводном хоре именно города на День песни, то есть я принимала участие уже не один год. И каждый раз это такое волнительное событие. Я сегодня ощутила волнение, я впервые сегодня пел таким большим хором. Мне было очень страшно. Я испытала, наверное, все-таки такую некую гордость, что я стою сейчас в середине около центрального входа ДК, и нас слушают люди. В некоторых песнях я чуть не заплакала и старалась держать все в характере и все остальное. Реализация проекта «Музыка для всех» позволила украсить этот день и сделать мероприятие торжественным и ярким. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Ну и напоследок, чтобы окончательно настроить вас на позитивный лад, и причем не только на сегодняшний день, но и на всю неделю, мы предлагаем вашему вниманию прогнозы астрологов, которые расскажут, чего же стоит ожидать на этой неделе. Овны.
Начало недели благоприятно для заработков, особенно связанных с публичностью, рекламой, презентациями, выступлениями перед аудиторией и социальными сетями. Тельцы. В понедельник вам можно выдвигаться в депутаты или в представители каких-либо групп или коллективов. С четверга появится интерес к монетизации ваших знаний и интеллектуальных способностей. Близнецы. Вы умеете разговорить любого собеседника. На этой неделе личные дела станут приоритетными. И это правильно. Ваше время пришло. Исполняйте свои желания. Раки. В понедельник внутренний раздрай или непонятное упрямство может помешать успеху в делах. Вторник будет другим. Вам удастся ловко провести переговоры, заручиться поддержкой большого количества людей. Лев. Начало недели бесценно для львов с амбициями в карьере, политике или общественных проектах. С четверга можно наращивать активность в социальных сетях, проводить время с друзьями и больше общаться. Девы. Девы успешно выступят на олимпиадах, спортивных и интеллектуальных, победят на международных соревнованиях и конкурсах. В четверг или в пятницу вам могут помешать эмоции. Весы. На этой неделе банк одобрит вам крупный кредит или ипотеку. Государство, возможно, даст добро на компенсацию, грант или льготы. Очень милым и гармоничным днем будет воскресенье. Вы сможете провести его так, как мечтали. Скорпионы. Согласно гороскопу на неделю, скорпионы смогут официально закрепить договоренности, подписать контракт, партнерский договор, подать заявление в ЗАГС. Стрельцы. Стрельцы, которые занимаются своим здоровьем, в начале недели могут получить важную консультацию, обследование или новое лечение. Все это пойдет на пользу. Остальным повезет с новой работой или улучшением условий труда. Во второй половине недели ждите хороших новостей в личной жизни. Козероги. Козерогам гороскоп на неделю сулит везение. Ваши способности и таланты получат признание и даже восхищение. Водолеи. Вы можете удачно купить или продать жилье. Если задуман ремонт, вас ждут скидки на материалы и услуги мастеров. Все будет складываться на удивление удачно. С четверга в разы вырастут шансы устроить личную жизнь на основе взаимной любви. Рыбы. Вы получите пользу от поездок по городу или посещения местных публичных мероприятий. Это могут быть дни открытых дверей, встречи с жителями района или соседями, публикации или презентации ваших работ. Вас ждут новые контракты и полезные связи. Вот на такой замечательной позитивной ноте мы завершаем наш утренний эфир. Да, у нас сегодня было много всего интересного в части и по здоровью. Про здоровье не забыли, про аллергию поговорили, как от нее защищаться в том числе. Завтра не менее интересно будет, потому что, во-первых, поговорим о том, к нам придет в гости врач Юрий Егорочкин, он расскажет, как сам бросил курить и, возможно, сагитирует вас на это благое дело. Поговорим о том, как к ЕГЭ подготовиться, потому что сезон ЕГЭ-то уже все в самом разгаре начинается. Но мы не прощаемся, мы увидимся с вами в это же время на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Завтра, до встречи.